Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем страшный пожар в поселке Отары и горящий автомобиль в Челнах. И расскажем, к чему привела невнимательность 84-летней жительницы Казани. Они приехали и не знают, где пожар. Также не видно нигде пожар. Ну вот, приехали и все подъезды вскрыли. А также приговор за мошенничество на 200 миллионов рублей и вердикт Альфие Клячкиной, обвиняемой в хранении наркотиков. На основании части 5 статьи 69 по совокупности преступлений окончательно назначить Клячкиной наказание. Это и не только прямо сейчас. Страшный пожар разгорелся сегодня днем в поселке Отары. Сообщение поступило в 2 часа дня. К прибытию пожарных расчетов горели 2 частных дома и гаражи. По словам очевидцев, все началось с одного из гаражей, в котором 63-летний мужчина ремонтировал автомобиль. После того, как разгорелось пламя, мужчина вышел на улицу и упал замертво. По предварительным данным, смерть не связана с последствиями возгорания. У него на фоне стресса произошел сердечный приступ. Помощь медиков потребовалась и его сестре. Они жили в одном доме, но женщина от госпитализации отказалась. Их соседи из дома успели выйти, но имущество спасти не смогли. Пожар удалось потушить через 2 часа после вызова. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. А в жилом доме по улице Хасанова-Вознакаева горела кровать в одной из квартир на 4-м этаже многоквартирного дома. Пострадавший 55-летний мужчина. С отравлениями продуктами горения он был госпитализирован. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. В Набережных Челнах во дворе многоквартирного дома ранним утром сгорела легковушка. Очевидцы вызвали пожарную охрану и сняли происходящее на мобильные телефоны. В 5 часу утра в 53-м комплексе «Автограда» пожарным удалось ликвидировать возгорание. Однако теперь, очевидно, автомобиль восстановлению не подлежит. Иномарка сгорела полностью. Пострадала и припаркованная рядом «Лада». У нее оплавилась фара. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог. Сообщение о возгорании в одном из домов на улице Тунакова в Казани поступило минувшей ночью по телефону вызова пожарной охраны 101. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб запах гари почувствовали, но найти источник дыма сразу не удалось. Почему, расскажет Рамиль Шайдулин. Они приехали и не знают, где пожар. Также не видно нигде пожар. Ну вот, приехали и все подъезды вскрыли. Источник дыма и гари пожарные нашли в квартире на 3-м этаже одного из домов на улице Тунакова. Живет там пожилая женщина. Она и вызвала пожарных, когда ее квартира наполнилась дымом. Ну да, лучше уж вызвать. Тем более она старая, да, одна там. Как рассказала сама хозяйка квартиры, все произошло из-за ее невнимательности и забывчивости. Поставила на плиту чайник, который и сгорел. Донышко у чайника. А забыли, что ли? Мне это 82 года уже. Да. 84, 85. Вот никогда не забывала. Это первый раз в жизни. Дыма не было бы столько, если бы в чайнике просто выкипела вода. На газовую плиту пенсионерка поставила электрический чайник. Пластик тут же расплавился, заполнив всю квартиру дымом, а двор запахом гари. Пожара как такового не было. Дочь хозяйки квартиры рассказала, что женщина гостила у нее, и только перед происшествием она привезла ее домой. Я ее сегодня только привезла. И вот, ладно, сосед позвонила, говорит, пожарный, я уже не знаю, что случилось, прибежала. Как она вызвала-то, она телефон через раз пользуется. После случившегося пенсионерка, вероятно, вновь отправилась погостить к своей дочери, пока квартира не проветрится и не согреется. Все окна там были открыты на протяжении нескольких часов. Рамиль Шайдулин, Аиля Абдулин, вызов 112. Сегодня в Верховном суде Татарстана в качестве свидетеля допрашивали Алексея Бабенко, отца убитого в Челнах в сентябре 2020 года Егора Бабенко. Напомним, как установили следователи, на проспекте Чулман его на глазах множества очевидцев зарубил топором Алмаз Маликов, бывший муж сожительницы Егора. Причиной, считают потерпевшие, стала ревность. Подсудимый уверяет, что убивать никого не хотел. У него сдали нервы из-за того, что экс-супруга не давала видеться с детьми. Помимо убийства с особой жестокостью, его обвиняют в
в угрозе убийством и покушении на бывшую жену. Приговор ему суд уже выносил. В ноябре минувшего года Алмазу Маликову назначили 10 лет в колонии строгого режима. Но этот вердикт не устроил никого. Подсудимый считал его слишком суровым, а пострадавший очень мягким. Апелляционный суд отменил тот приговор и направил дело на новое рассмотрение. 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима в Приволжском районном суде Казани сегодня огласили приговор Айрату Файзуллину, бывшему продавцу-консультанту крупной сети автосалонов. Его обвиняют в мошенничестве на сумму в 200 миллионов рублей. Согласно уголовному делу, от его действий пострадали 69 человек, всего в деле более 100 эпизодов. Следствием установлено, что Файзуллин через махинации системой трейд-ин обманывал клиентов автосалона. Обещая выгодные условия продажи, он забирал автомобили незадачливых клиентов якобы на диагностику. После переоформлял их на себя или подставных лиц и продавал автосалону. Эту схему Файзуллин успешно проворачивал целый год. 3,5 года колонии общего режима за хранение наркотиков получила 56-летняя жительница Казани Альфия Клячкина. Напомним, женщину обвиняли в производстве, хранении и сбыте наркотических средств. По мнению обвинения, она с супругом занималась культивированием марихуаны, а затем и производством мефедрона. Она утверждала, что знала о пристрастии мужа к курению марихуаны, но смирилась. У него была последняя стадия рака печени, и он говорил, что трава помогает облегчить боль. Мужчина до суда не дожил, а женщину за одно и то же деяние судят уже второй раз. На основании части 5 статьи 69 по совокупности преступлений окончательно назначить Клячкину наказание путем частичного сложения вновь назначенного наказания по приговору Верховного суда Республики Татарстан от 12 ноября 2021 года в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она выслушала приговор второй раз. Предыдущий был на полгода меньше. И тот вердикт не устроил прокуратуру. Обвинение запрашивало для нее 19 лет лишения свободы. Женщину обвиняли в производстве, хранении и сбыте запрещенных веществ. Приговор тогда обжаловали и дело направили на повторное рассмотрение. Альфию и Сергея Клячкиных задержали 9 сентября 2020 года. Тогда у них обнаружили 38 кустов конопли, 800 граммов марихуаны и более килограмма мефедрона. Обоих заключили под стражу, но мужчину вскоре выпустили. Его диагноз не позволял содержать его в СИЗО. Через месяц, в октябре 2020-го, он скончался. Его жена на свободе с тех пор не была. Клячкина несудимым по месту жительства характеризуется положительно, по месту содержания в СИЗО удовлетворительно. На учете у нарколога-психиатра не состоит. Вдова, имеет ряд заболеваний, длительное время работала, занималась общественно полезным трудом, награждалась почетной грамотой, ценным подарком. Дала показания, из содержания которых не исключается факт хранения марихуаны, что свидетельствует о частичном признании вины. По материалам дела о страшном диагнозе мужчины супруги узнали в 2014 году. Через год-полтора, по признаниям подсудимой, ее супруг стал курить марихуану. Говорил, что это облегчает боль. Выращивал коноплю он сам. Она иногда поливала кусты. О том, что он производил и мефедрон, узнала из его показаний в уголовном деле. Призналась, что забирала какие-то канистры с жидкостью, которые заказывал супруг, но не знала, что это прекурсоры. Думала, что это средства для обработки дерева. Они строили дом. Государственному обвинению не удалось доказать суду причастность женщины к культивации, производству и торговле марихуаной и мефедроном. Решением удовлетворен, в принципе, поскольку ее оправдали по такой серьезной статье обвинений, как производство наркотических средств. Непосредственно производством наркотических средств занимался ее покойный супруг, а она являлась лишь супругой, которая фактически была не в курсе всех этих событий. Теперь, с учетом уже проведенного времени в следственном изоляторе, Альфие Клячкиной за хранение наркотиков остается отбыть в колонии меньше 2 лет. Тагир Валиди, Константин Бушуев, вызов 112. Нетрезвый водитель иномарки стал причиной крупной аварии с участием 3 легковых автомобилей на улице Галимжана-Боруди. Около часа дня Рено Логан влетел в припаркованные вдоль дороги машины. По словам очевидцев, водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением и врезался в «Ладу», а та от удара проехала еще несколько метров и врезалась в стоящую рядом «Тойоту Приус». В аварии пострадал сам предположительный виновник происшествия. Его с травмой головы госпитализировали врачи скорой помощи. Проведенный тест на алкоголь показал, что перед тем, как сесть за руль, водитель выпил около бутылки крепкого алкоголя. 41 машину с сильно тонированными стеклами выявили сегодня автоинспекторы в ходе рейда. Согласно нормам, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, который на них попадает. При первом нарушении на водителя накладывается штраф в 500 рублей с требованием обязательно снять пленку. При повторном нарушении уже можно лишиться свободы.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свой автомобиль в соответствии с техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Ведь от этого может зависеть здоровье, а порой даже жизнь участников дорожного движения. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.